Следующий наш гость – это наш единомышленник из Сибиров Фархат Шамурадов, председатель Совета местной общественной организации национальной культурной автономии сибирских татар Вагайского района, автор книг «История юрт бегетинских», активный участник национального движения Сибиров. За вашей деятельностью, радуемся вашим успехам и хотели бы перенять опыт Сибиров по возрождению своего языка неповторимого и культуры. Как вам удается самим, без опоры на Казань, возрождать наследие вашего такого древнего? Пропали ли вы или, наоборот, у вас началось какое-то новое развитие, когда отношения с Казанью у вас, так скажем, разошлись? То есть, когда вы вышли из-под ее крыла, так скажем. Да, на самом деле, то, что мы сейчас, в данных наших предшественников, то есть мы колесо не изобретаем, исследования нашего языка, культуры, истории. Когда вообще у нас, у сибирских татар, началось изучение, это послевоенные, в 50-х годах активно начали изучать и общественные организации. Общественно в 90-х годах была создана Тюменская областная общественная организация сибирских татар и татар Тюменской области. Такое было разделение, но в свое время была такая кадровая перестановка, люди приходили, уходили, и, соответственно, идеология этой организации поменялась, и мы не могли уже вести эту деятельность по сохранению своего языка. Но в последующем, где-то в 2015 годах, была в пику создана еще одна автономия, Тюменская областная автономия сибирских татар Тюменской области, сейчас председателем которой является Фаузия Фаизовна Марганова. И основываясь на тех трудах ученых, мы, то есть не получая ни копейки поддержки от Республики Татарстан, и наша организация, наверное, общественная, единственная, которая не входит в состав Всемирного конгресса татар, мы сами продвигаем свою культуру. Как мы продвигаем? Конечно, чтобы сформировалась определенная такая активная команда, потребовалось определенное количество времени. Конечно, и молодежь сейчас у нас уже подключилась. В данный момент у нас есть еще одна общественная организация, это Союз сибирско-татарских писателей. Входят в состав и начинают входить в этот состав в члены Совета Союза писателей, которые пишут на нашем языке. То есть мы начинаем консолидироваться за счет таких организаций. Потом еще у нас активно продвигается сибирско-татарское интернет-радио. Пока только интернет-версия. То есть у нас есть талантливый, он ведет такие выпуски, именно которые показывают нашу идентичность. Он ведет именно на сибирско-татарском языке и показывает, можно сказать, нашу ментальность, нашего юмора, языка, истории, культуры. Потом еще дополнительно сейчас есть у нас молодые исполнительницы сибирско-татарских песен, причем народных песен, которые уже, в принципе, давно забыли, но все это дело мы, исследования наших ученых, поднимаем и начинаем возрождать. Сейчас со сцен наших звучат наши народные песни. И Зинтира Шарипова у нас есть, она исполняет народные песни, причем она музыкант, сама пишет на нашем языке. Оксана Байдулина. Говоря о языке, Максим Александрович Сагидулин, благодаря ему разработанной грамматике, фонетике современного сибирско-татарского языка, словаря сибирско-татарского языка, были, конечно, в начале трудности регистрации, но после того, как этот научный пласт был создан, разработан, было отослано и впоследствии присвоили международный код ИСО сибирско-татарскому языку. После этого, своего рода, это был такой большой толчок
показать, что на самом деле наш язык, он уникальный, он именно нашего автохтонного самостоятельного этноса народа сибирских татар. И говоря, как мы еще развиваемся, сейчас вот активно делаем ставку на социальные сети, это Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте. Непосредственно проводим вот также прямые эфиры, разъясняем, показываем именно различие нас от поволжских татар, нашего языка. Опять же, показываем наши песни, рассказываем о нашей истории, показываем наших молодых талантливых активистов нашей автономии. И многие, слыша, на самом деле видят, что, оказывается, вот наш родной язык, причем он, если раньше был бесписьменный, он сейчас письменный. Сейчас активно мы публикуем на нашем языке, наши поэты публикуют свои, получается, сборники стихов, выходят книги песен. К примеру, вот Муниры Хуснутдинова имеется такая книга, сборник стихов и песен наших народных, причем она сама пишет. Плюс еще дополнительно Клара Кучковская активно пишет на нашем языке. Причем, проводя какие-то вот вечера такие наших Союза сибирско-татарских писателей, мы приглашаем на это мероприятие, стараемся больше приглашать наших сибирских татар. И они, слыша и видя, тоже со временем даже появляются люди, которые начинают писать на нашем языке, вот активно. Потому что на самом деле мы вот также поволжских татар понимаем где-то на 50, наверное, процентов. Вот я слушаю, но не понимаю. Но если я вот слушаю свою родную речь, к примеру, со сцены, вот сразу же понятно и ясно. Говоря о том, что на самом деле вот на наши все вот эти вот активную работу, конечно, оказывается определенного рода давление. Но несмотря на то, что, как говорится, на любое действие есть противодействие. И мы, наверное, на самом деле, когда есть такое активное, так скажем, противодействие, мы начинаем активизироваться, и наше самосознание еще больше растет. Вот наша молодежь подключается. Причем необходимо еще проводить своего рода культурно-просветительские мероприятия, которые тоже нами организованы, где мы ничего сами не придумываем, основываясь на трудах наших ученых, показываем и фундаментальные исследования, которые показывают, что мы отдельный этнос, у нас язык другой, традиции отличаются, одежда отличается. То есть вот проводим такие мероприятия. По деревням, к примеру, ездим, проводим культурно, так скажем, развлекательные такие программы, песни, играем на музыкальных инструментах. Далее рассказываем про историю, рассказываем про язык. И люди после этого начинают оказывается, наш язык богатый. Они просто боялись раньше, что наш язык, он своего рода является каким-то кухонным языком. Кто-то даже утверждает из наших ученых, что он является некрасивым языком, непривлекательным языком, он не звучит. Ну как может не звучать родной язык твоих предков? Конечно, далее работа ведется в отношении, записываем непосредственно новые песни. Вот, к примеру, исполнение, к примеру, рэпа того же. Вот тот, который ведет интернет-радио, наше сибирско-татарское, вот, Гузель Бекняев, он молодой, он сейчас записывает альбом, причем рэп исполняет, и записывает альбом, скоро он выйдет, я думаю, он представит. Далее также мы записали сборник «Аналь» под руководством Максима Александровича, тоже на нашем языке. Ну, это диск вышел, мы презентовали его, но, конечно, сейчас все люди в интернете, все это можно послушать, как бы зачем диск, но это событийность, то есть показывает на самом деле, что вот какое-то событие, приуроченное именно выходу определенного продукта, так скажем, нашего. Далее, также мы записываем клипы.
записываем клипы, причем ведь музыка и видео, оно оказывает определенного рода воздействие на самосознание. Люди начинают слушать, начинают осознавать. Далее, работа, конечно, ведется можно договориться, к примеру, с газетами. У них есть, кроме бумажной версии, еще интернет-версии журналов, где выкладываются электронные журналы. И определенные статьи, вот у нас есть тоже активист, не все, конечно, он некоторые статьи переводит на наш язык сибирско-татарский. То есть они договорились, что, к примеру, там в соцсетях, где выходит интернет-версия статей, он переводит некоторые статьи и выставляет в интернете. Вот, то есть определенного рода тоже такая есть работа. Далее, говоря о книгах, конечно, многие говорят, зачем книги, там нужно это. Нет, на самом деле это пополняется фонд сибирских татар с книгами, которые в последующем сыграют свою роль. В будущем у нас очень много тоже проектов, связанные, некоторые здесь принимали участие, с Ачара Пайрам, то есть проводить по возрождению родословных, ведь именно как раз родословные показывают, кто мы являемся на самом деле. То есть, поднимая документы, люди, возможно, даже увидят, что на самом деле они являются другой нацией, другим народом. Вот то, что метрические книги поднимаете, и на самом деле там у вас написано другое, факт того, что мы на самом деле отличаемся, другой народ. Далее определенные мероприятия, связанные с круглыми столами. Очень хорошо, конечно, сейчас во время самоизоляции проводить такого рода конференции, видеоконференции, и выходить в прямые эфиры можно, и показать все-таки народу, что мы есть и мы существуем. Говоря о поволжских татарах, о республике, это не, Салават Ишмухамедович правильно сказал, это не ко всем ученым относится. Есть ведь и адекватные ученые, которые воспринимают именно осознание и идентификацию свою, как, к примеру, сибирский татар, идентификация как Нугай. А есть определенные, так скажем, деструктивные ячейки, которые стараются выбить выбить из, так скажем, из своей сферы, из своей истории, так скажем, и при том, что еще и пытаются присвоить себе эту историю. Спасибо, Фархат. Спасибо. Мы видим, что у вас очень большой такой багаж работы, очень большой такой путь уже вы прошли, да? Мы еще в начале этого пути, и у нас есть на кого равняться. И мы видим, что вы действительно без протекции извне никуда не пропали, не исчезли, а развивайте именно свою местную, свою местную историю, свою местную культуру, занимайтесь возрождением своего народа с древней историей, с древней культурой. Спасибо вам очень большое за вашу работу. Спасибо. и за ваше участие в этой конференции.